Добрый вечер. В эфире программа «Якутия Лайф» и я, Ирина Ефимова. Сегодня в рамках отчета правительства республики в гостях у телеканалов «Якутия-24», НВК «Саха» и радио «Тетим» постоянный представитель Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства республики Андрей Сандоминович Федотов. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Мы сегодня поговорим об Арктике, о якутском кино, увеличении федеральных субсидий и многом другом. Если останется время, то поговорим о личном. С удовольствием. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать свой вопрос нашему гостю можно прямо сейчас по телефону нашей студии 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. Андрей Сандоминович, вы сейчас возглавляете ведомство, которое в 22 году, получается, 100 лет назад практически со дня его основания, руководил Максим Кирович Амосов, основатель республики. За 100 лет представительство Якутии несколько раз подвергалось реорганизации, однако вот оно существует, полномочия его расширяются. Вот можно коротко, какие основные задачи вообще последствия решает, зачем оно нужно? Ну, вы сами почти ответили на этот вопрос. Постоянное представительство, история постоянного представительства, ровесники нашей республики Якутская ССР. И за эти 100 лет, наверное, уж разные были времена, разные дули ветры, но если постпредство все 100 лет работало, фактически без перерывов, с очень небольшими перерывами, то оно, наверное, доказало свою историческую необходимость. Через постоянное представительство все эти годы налаживались отношения с центром нашей страны во все времена ее истории. Поэтому быть или не быть постпредству, наверное, история уже на этот вопрос ответила. Другой вопрос, в каком качестве, какие задачи. И вот здесь, конечно, год от года, от эпохи, как говорится, к эпохе менялись задачи постоянного представительства. И они прежде всего формулируются, конечно, указаниями и задачами, которые стоят перед нами руководство республики. Этим постоянное представительство занималось во все свои времена. Ну вот вы возглавили постпредство в 2018 году, и какие, получается, задачи перед вами поставил тогда Айсен Сергеевич Николаев, и что из этого удалось уже реализовать? Да, я помню хорошо эту встречу. Айсен Сергеевич, когда назначал меня, он коротко, но емко сформулировал задачу, что постоянное представительство фактически должно стать продолжением правительства на площадке Москвы и обеспечивать сопровождение всех обращений, обеспечивать фактически непрерывную круглосуточную связь с федеральным центром по всем вопросам, которыми занимается наше правительство. И этим мы занимаемся. В последние 2 года у нас есть статистика, нагрузка на постоянное представительство с точки зрения количества обращений, мероприятий, которые проходят с участием постпредства, увеличилась фактически в 2 раза. Это говорит статистика. И, наверное, эта нагрузка будет нарастать, потому что сами темпы развития и страны, и нашей республики, они из года в год все более масштабные. И соответствовать этому, безусловно, надо. И поэтому постоянное представительство тоже в таком же движении. И у нас и структура, она не такая статичная, навековечная. Фактически каждый год у нас появляются новые подразделения. Вот в последние годы у нас появилось управление по инновационной, инвестиционной политике и взаимодействию с корпорациями крупными, которые работают у нас в республике. У нас изменились функции управления социальной работы. У нас значительно выросли объемы работы и расширены цели управления по взаимодействию с федеральными органами власти. И это постоянно находится в движении. Появилось даже подразделение международного и межрегионального сотрудничества совсем недавно. Вот. Я думаю, что это процесс абсолютно динамичный, и
он будет всегда в движении, в развитии. Но самое главное — это взаимодействие, конечно, с федеральными органами власти. Безусловно. То есть это подготовка встреч главы, встреч правительства. Да, это, безусловно, обеспечение работы главы республики и членов правительства, когда они бывают в Москве. Это сопровождение и работа по каждому обращению, количество которых нарастает из года в год. Но это не просто количество обращений, количество писем, которые направляет руководство нашей республики, но это и результаты. Я хочу сказать, что с 2018 года до этого года у нас фактически в 2 раза увеличилось федеральное финансирование по всем программам. Просто вот, чтобы быть конкретным, я скажу, что вот в 2018 году по всем видам мероприятий из федерального бюджета направлено в республиканский бюджет 26,7 миллиарда. В прошлом году уже 54,8. А в следующем году в бюджете республики заложена уже цифра 64,5 миллиарда. Это просто один из показателей, один из главных, может быть, показателей эффективности работы нашего руководства с федеральным правительством. Ну и это вклад, конечно, работает. Конечно, Постпредство участвует во всех этих мероприятиях, во всей этой работе. И мы, конечно, отслеживаем каждое письмо, каждое обращение. Я присутствую фактически на всех переговорах, которые глава проводит в Москве. И мы отчитываемся перед Арсением Сергеевичем, перед правительством ежемесячно о результатах тех переговоров, какие достигнуты итоги и над чем еще надо поработать. В общем, это такая непростая, многосторонняя, многогранная деятельность. Вот эта цифра, которую вы сказали, 50 миллиардов в прошлом году, 60 запланированных в этом, это вот по всем, по всем программам, да? Да, это включая аварийное жилье? Это по всем программам, и это государственные программы, проекты национальные, которые у нас сегодня реализуются, и масштаб финансирования мы даже можем видеть же и в жизни. 42, по-моему, километра в следующем году в городе Якутске должно быть реконструировано, отремонтировано только в городе Якутске. На 2018 год, на начало 2018 года примерно 25% всей автодорожной сети нашей столицы и в Якутске соответствовало нормативу. А к 2024 году, к концу 2024 года, этот норматив должен быть доведен до 85%. Это огромное вложение. Это исторически, вообще беспрецедентные работы, которые проводятся уже в столице, и огромный объем предстоит нам, еще больше, чем сделано за первые 2 года по планам. Но и автодорожное строительство в целом в республике. 536, по-моему, километров отремонтировано, реконструировано, введено в строй в прошлом году. 4 моста по федеральной дороге Вилюй. Автодорога Кобяй, сколько десятилетий мы люди ждали этой дороги. Такого в истории строительства автодорог у нас еще не было. И сегодня на самом деле складывается такая сеть, дорога Вилюй, Колыма, Лена. Со строительством Ленского моста они будут соединены. Это будет одна большая сеть автодорожная, связывающая Иркутскую область через Якутию с Магаданом, да, и вплоть до Охотского побережья. Это основа будущего развития Дальнего Востока. Это не только якутский проект, это проект всего Дальнего Востока, всей страны. Это, к слову, о том, что мы дотационный регион, что Москва забирает все деньги и так далее. Кстати, вот по налогам у вас тоже была интересная статистика, по налоговым поступлениям. Да, мы, безусловно, постоянно анализируем, занимаемся бюджетом. Это ежегодный процесс. Я слышу, что много рассуждений таких, в общем-то, не очень глубоких и не очень ответственных заявлений о том, что все, что у нас есть в республике, все забирает Москва. Для наглядности скажу, например, в 2019 году
из, по-моему, 220 миллиардов налогов, которые были мобилизованы на территории нашей республики, порядка 49% это было перечислено в федеральный бюджет, 51% Оставался в в республике. республиканской. А в 2020 году уже изменилась ситуация. 60% осталось в республике и 40% было переведено в федеральный бюджет. То есть ежегодно правительство, глава республики, постоянно я участвую, вижу, как этот процесс сложный происходит, но правительство страны нас слышит. И я хочу сказать, что, например, есть такая цифра, 2020 год, когда были самые пессимистические прогнозы по итогам 2020 года. Пандемия, да, и прочее. Но так вот, по доходам бюджет республики оказался лучше на 13 с лишним процентов, чем в успешном 2019 году. Это говорит о том, что правительство страны оказало интенсивную поддержку регионам, и в том числе нашей республике. А нашей республике вообще увеличение трансфертов из федерального бюджета это было очень значительно, почти двукратно. А, кстати, вы чувствуете, как меняется отношение к республике? Конечно. Изменилось ли оно вот за последние годы? В этом смысле мы чувствуем в постпредстве, что у нас нет таких больших проблем договориться о встречах на самом высоком уровне. Единственное ограничение, допустим, было в 2020 году, только связанное с коронавирусом. Очень много встреч проводит Арсений Сергеевич, будучи в столице, и Андрей Владимирович Тарасенко, и Владимир Викторович Солодов очень активно работал. Вообще, я хочу сказать, что по моим личным наблюдениям, к обращениям, к просьбам, к предложениям и инициативам нашей республики в Москве на федеральном уровне и в государственных органах, и в любых других общественных организациях очень внимательное отношение. Прислушиваются, да? Очень внимательное отношение. Я, например, не могу сказать, чтобы кто-то проигнорировал. Ну вот, наверное, не зря вас избрали главой Президиума Совета руководителей представительств российских регионов при президенте и правительстве Российской Федерации. То есть в состав Президиума входит 7 регионов, остальные 80 субъектов участники, а вас выбрали руководить всеми. Ну, я бы так не стал говорить, что я руковожу прямо всеми постпредами страны. Это, знаете, это такая общественная, скорее всего, клубная организация, добровольная. Значит, входят туда действительно постпреды. Это люди, действительно, большие руководители, каждый в своем регионе. Как правило, это заместители руководителей регионов своих соответствующих. Мы периодически собираемся, и вот в 2016 году эта организация была создана, и в связи с изменением рода деятельности бывшего руководителя Саришвили Григория Наскидовича, это представителя Коми Республики, но была предложена моя кандидатура. Я сегодня действительно координирую эту работу. Это очень помогает в укреплении межрегиональных связей, это очень помогает в распространении положительного опыта. Очень у многих регионов есть чем поделиться. Вот. У нас даже спортивные мероприятия происходили в прошлом году. Мы умудрились, успели провести, когда было небольшое послабление. Вот. Сформирован план на этот год. Вот. Меня предложили в Совет в июне прошлого года. На этот год мы сформировали уже план. Я надеюсь, что ограничения будут ослабевать, и мы активно будем продолжать работу. Безусловно, это результат возросшего авторитета нашей республики. Это не моя личная заслуга, а это то, что на республику стали реагировать, внимательно присматриваться к различным инициативам. И вот это результат в том числе и различных рейтингов
где участвует республика, где участвует наш глава Арсений Сергеевич Николаев. Вот буквально вчера я прочитал о том, что Арсений Сергеевич по национальному рейтингу 8-й, значит, в стране. Это радует, и я, как постпред, понимаю, что это облегчит мою миссию, потому что, ну, к чемпионам особые отношения, в том числе и на государственной службе. Это очень важно для республики на самом деле, и отношения такое пристальное, в том числе у наших коллег и у наших соседей, и других регионов страны. Если раньше Якутия ассоциировалась с алмазами, холодом, оленями, то сейчас... Ну, скорее всего, во-первых, изменилось отношение к холоду. Вы знаете, наверное, совершенно справедливо руководители нашей республики говорят, что холод – это не наше наказание, это наше достоинство, это наша особенность, которую надо беречь. Я, например, часто шучу со своими коллегами, что до тех пор, пока у нас 60-50 градусов мороза, в Африке могут не беспокоиться за изменение климата, все будет хорошо, потому что мы действительно являемся хранителями холода. И я чувствую, что и в стране, и в мире к морозам, к низким температурам стало меняться отношение не только как к какому-то, ой, какое несчастье, как там холодно, а наоборот. Ведь смотрите, многие приезжают, смотрят с интересом. Самые такие энтузиасты едут на полюс холода окунуться в проруби. Значит, вот появился у нас замечательный проект «Покорители холода», когда с двух полюсов наших холода, и Верхояния, и Микония, выезжают специальные группы, которые ежегодно ищут самую низкую температуру именно в этой области между Верхоянием и Аймиконием. На самом деле ведь полюс холода, он не статичен. Он каждый год в разной точке. И вот такую интересную программу, такой интересный проект придумали наши земляки, и это привлекает очень большое внимание. И поэтому холод это сегодня уже становится брендом. Ну и, безусловно, мы сегодня в тренде, так сказать, внимания в кинематографии. Я думаю, театральное искусство тоже не одна золотая маска в активе наших театральных деятелей. IT-отрасль, 85% экспорта Дальнего Востока, значит, это IT-отрасль нашей, IT-продукции. Вот давайте от холода перейдем к Арктике. Какие основные арктические проекты сейчас при вашей помощи развиваются? Какой вклад Якутия вносит в работу Арктического совета? Вообще, если вы помните, 19-20 год стали вообще поворотными годами для всей Арктики страны. Чтобы была принята программа развития Арктики. И для Арктики Якутии, я сам родом оттуда, я хорошо понимаю, что там произошло. Это была действительно очень тяжелая история, драматичная история. И я с удовольствием наблюдаю, я рад, что я дожил до времен, когда Арктика вновь возрождается. И стратегия, принятая у нас в республике, в прошлом году, стратегия социально-экономического развития арктических районов нашей республики и стратегия Арктической зоны Российской Федерации, принятая президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Это серьезные стратегические и очень конкретные документы. Я давно не видел стратегических документов таких подробных, где просто расписаны буквально муниципалитеты, населенные пункты, месторождения, транспортные пути и так далее. И многое, почти все, что было написано и предложено в республиканской стратегии, попало в общероссийскую стратегию. Но много там работы,
но вот конкретно мне Арсений Сергеевич поручил создать и возглавить проектный офис по комплексному развитию поселка Тикси. Тикси, ну, в общем таком понимании, я думаю, что это столица Якутской Арктики, это известный морской порт. Без него, видимо, будущее развития Северного морского пути в восточной части ее, в общем-то, немыслимо. И Владимир Владимирович Путин в своей стратегии указал, что поселок Тикси, морской порт Тикси, должен развиваться как порт двойного назначения. Сегодня активно обсуждается и формируется программа развития как поселка Тикси совместно с Министерством обороны, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с нашей наукой, с Росатомом, Росатомфлотом. Я думаю, что в ближайшие годы мы станем свидетелями бурного развития арктических территорий. Ну и самое главное, что очень радует меня, принят федеральный закон о поддержке предпринимательства в Арктике. И по предложениям, настойчивым предложениям нашей республики, не один раз Арсений Сергеевич выступал на эту тему на собраниях самого высокого уровня, что резидентом арктической зоны могут стать не только крупные предприятия, которые, как правило, занимаются разработками недр, но и все, кто проявляет предпринимательскую инициативу, кто может создать дополнительный продукт, кто может создать дополнительные рабочие места. И вот и это услышано и принято, и сегодня в законе записано, что любой инвестор, который планирует вложить 1 000 000 рублей и больше, может стать резидентом арктической зоны, а это фактически территория опережающего развития, объявлена вся Арктика страны. И, безусловно, это может сделать почти любое домохозяйство. Кстати, вы предложили разделить арктическую зону на две части с границей по Уральским горам, на запад и восток. Да, было такое. Это я сказал на международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге. Но на самом деле все, кто знаком с Арктикой, знают ее. Конечно, западную и восточную часть Арктики, ну, до Карских ворот с запада и на восток от Карских ворот, это две разные Арктики, и по всем условиям мореходства, по климатическим условиям. Гольфстрим заканчивается, его влияние заканчивается в районе Карских ворот. Дальше начинаются действительно суровые условия. И, конечно, здесь разные подходы нужны. И это принимается на самом деле. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики уже год как, больше чем год как, они, конечно, понимают, что подходы должны быть разные, и они принимаются. Многие программы с учетом вот таких подходов и развиваются. Я думаю, что тот научно-образовательный центр «Север», который Арсений Сергеевич создал своим указом еще в 2019 году, он имеет серьезные перспективы, он будет действительно заниматься наукой, которая бы помогала развиваться Арктике именно восточной ее такой части. межрегиональный, Да. международный, даже можно сказать, проект. У нас предстоит большое мероприятие в марте с участием высшего руководства Российской академии наук, здесь на базе в Якутске, на базе университета, нашего Якутского научного центра Академии наук. Вот, возможно, даже состоится и визит в Арктику нашу Якутскую. И там и представители этих других регионов тоже... Да, активно поддерживает нас ведущие научно-образовательные центры страны. Это Московский госуниверситет имени Ломоносова, это МВТУ имени Баумана, это Московский физико-технический институт, который имеет свои арктические дирекции внутри университета, имеет свои арктические программы исследований, и ректора этих ведущих научно-образовательных университетов являются членами наблюдательного совета нашего научно-образовательного центра «Север». Ну вот, кстати, вы заговорили об МГУ, ведь в Ленский клуб тоже входят представители экономфака МГУ и Всероссийского центра изучения общественного мнения, другие разные эксперты. Вот можно вообще коротко, что это за сообщество Ленский клуб? Правда ли, что оно создано для продвижения Ленского моста? Его функции исчерпаются с тем, как мост будет построен? И вообще, вот... Нет, это не связано только с Ленским мостом, и даже меньше всего связано, очевидно,
Эта идея тоже рождена по инициативе нашей республики. Арсений Сергеевич рассказал об этом в научном экспертном сообществе в Москве. Я помню, во Владивостоке такие разговоры были и беседы на эту тему. Проведено уже несколько заседаний Ленского клуба. Ну, знаете, это по образу и подобию, мне кажется, такого же клуба «Валдай», который занимается изучением и выработкой предложений в стратегии развития страны. Вот, Ленский Какие-то клуб, очень умные люди да, собираются очень раз умные в люди, полгода или в год. очень образованные, это наши мудрецы, значит, которые обсуждают ту или иную стратегию развития. Ну а Ленский клуб, почему именно Ленский клуб? Мне кажется, это каким-то образом связано, ну не каким-то, а точно это связано с тем, что Россия все больше ориентирована на Восток, на Юго-Восточную Азию, на восточную геополитику. И, безусловно, нужны такие экспертные сообщества, которые бы подсказывали руководству нашей страны, руководителям наших регионов, особенно восточных регионов страны, как формируется стратегия, геополитика в этом направлении. Это очень, кстати, созвучно текущему году. В этом году исполняется 800 лет святому благоверному князю Александру Невскому. По этому поводу празднования этого юбилея вышел специальный указ президента страны. И кто в истории Александр Невский, в моем понимании? Тот, кто связал Запад и это Восток. тот, который защитил тогда еще молодую страну, Московское княжество, от западных завоевателей. И объединился с Востоком. Да, и, значит, предложил мир и дружбу Орде. восточным своим соседям, и где добился больших дипломатических, стратегических успехов. И, видимо, поэтому Московское княжество, Московское царство, в дальнейшем развиваясь на восток, в Сибирь, на Дальний Восток, в этом процессе стало уже Россией, великой российской державой, которую мы сегодня, в принципе, и видим. Правда, пока без Америки. Вот, тогда, значит, наши землепроходцы пришли в Русскую Америку и уходили дальше на юг. Но сегодня, мне кажется, этот процесс крайне актуален, и вот Ленский клуб, он изучает как раз подобного рода исторические материалы, вообще углубляясь в историю, пытается выстроить взгляд в будущее, и это интересно. И очень радостно, что Ленский клуб родился именно у нас в Якутске. То есть диалог с Востоком. Диалог с Востоком. Есть потому что такое мнение, что, ну вот если как Чечня, например, сейчас в Российской Федерации, она занимает такую функцию переговорщика, что ли, с исламским миром, да? Да. Вот. И есть мнение, что Якутия, в принципе, может стать вот таким же переговорщиком с миром восточным. Арсений Сергеевич в своей инаугурационной речи сказал о том, что Якутия была, есть и будет форпостом на северо-востоке нашей страны и будет продолжать защищать суверенитет и будущее нашей великой российской державы. Так оно и есть. И, безусловно, наверное, естественно, что Ленский клуб родился у нас. Мне кажется, что в этом смысле, да, Якутия, она занимает лидирующую позицию, в том числе в развитии международных отношений. Мы знаем, сколько у нас есть интересных проектов и с Японией, и с Китаем, и с Южной Кореей. Вы знаете, кстати, вот в прошлый ковидный год основной авиакомпанией, которая вывозила наших сограждан из Юго-Восточной Азии, были самолеты авиакомпании «Якутия». Да. И именно Якутии поручили этот очень сложную работу и в профессиональном, и в дипломатическом смысле. И мне кажется, наша авиакомпания достойно с этим справилась, и это отмечалось на уровне Министерства иностранных дел страны. Раз мы заговорили про ковид, не могу не спросить насчет постковидной реабилитации. Было заявлено, что санаторий Бесчегда, так известные сосны, которые Сосновая роща. Да, сосны мы их называли раньше да. попросту, что они будут, санаторий будет перепрофилирован в центр постковидной реабилитации. То есть он полностью будет переделан или
это совместят с действующими программами? Нет, это дополнительная функция санатория. Санаторий сегодня проходит, ну, так сказать, специальную программу вхождения в постковидную, так сказать, эпоху своего существования. Идет реконструкция санатория, и он останется санаторно-курортным учреждением, безусловно, но с более расширенной лицензией. Мы сегодня занимаемся обновлением оборудования, номерного фонда, и с марта месяца мы начнем потихонечку заниматься, ну, примем первых посетителей. Роспотребнадзор уже дал такое согласие на открытие санатория. Ну, ближе к лету уже, я думаю, в полном объеме заработает программа постковидной реабилитации. Для нас она крайне важна, необходима, особенно для тех, кто перенес эту сложную болезнь в средней и тяжелой форме. Это уже рекомендации Министерства здравоохранения. Мы эту программу составили вместе с Министерством здравоохранения, Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения нашей республики Московской области. Мы думаем, что развитие будет именно в эту сторону. Ну и кроме того, в санатории у нас появилась еще одна функция. По инициативе Министерства спорта нам поручено создать центр спортивной подготовки, главная задача которой будет акклиматизация и предсоревновательная подготовка наших спортсменов. У нас такая возможность в санатории появилась. Мы сейчас занимаемся проектно-сметной документацией. Я думаю, что наши спортсмены получат замечательные условия, где будут и соответствующее питание, и соответствующее медицинское обслуживание. Ну, я надеюсь, и соответствующие победы. Андрей Сергеевич, у нас есть звонок по номеру 841 12 42 14 39. К нам дозвонился телезритель. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, Андрей Александрович. Меня зовут Александр, являюсь студентом второго курса МИСИС. Вот скоро возвращаюсь в Москву на учебу. Сказали, что общежитие закрыто пока что. Можете посредственно помочь мне жильем? Здравствуйте, Александр. Конечно, к нам часто обращаются по подобного рода вопросам, особенно перед 1 сентября, когда приезжают и устраиваются наши студенты, магистранты. Обращайтесь к нам, мы обязательно поинтересуемся у руководства вашего университета, я так понял, МИСИС. И обязательно будем иметь объективную информацию и поможем вам, по крайней мере, советом, как этот вопрос решить. Скорее всего, общежития будут открыты, потому что, ну, по крайней мере, все ведущие университеты Москвы перешли уже в очный режим работы, соответственно, и общежития, наверное, тоже начинает открываться. Может быть, какая-то задержка, связанная с обработкой. Мы уточним. Обращайтесь, пожалуйста. Ну, кстати, про студентов. Раньше существовала такая организация «Саха Москва» студенческая. Ее в свое время возглавлял Айсен Сергеевич Николаев. Вот. А сейчас вот что с ней? Какие-то объединения студентов есть? Есть, конечно, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. В Москве эта организация называется «Айтал». Достаточно активная. Там часто меняются, конечно, руководители, потому что студенты уезжают, заканчивают вузы. Они являются членами, руководитель этой студенческой организации является членом общественного совета. У нас общественный совет с 2018 года строится немножко по другому принципу. Мы значительно расширили, вообще не ограничиваем состав общественного совета почти. У нас сегодня 22 человека входит в состав общественного совета. Это представители всех общественных объединений, организаций и даже не обязательно юридически зарегистрированных. Это клубные организации, это те активные наши сограждане, наши земляки, которые хотели бы поддерживать связи со своей малой родиной, хотели бы участвовать в их жизни, в жизни нашей республики.
И мы это поддерживаем. И надо сказать, что вот уже прошло 2 года, мы видим, что активность нашего общественного совета очень возросла. И многие, кстати, мероприятия прошлого юбилейного года 75-летия победы Великой Отечественной войны, они проведены по инициативе и при непосредственной организации и участии членов нашего общественного совета и наших гражданских активистов. Мы расширяем эту работу. У нас сегодня есть 2 филиала этого общественного совета. Один в Санкт-Петербурге, другой, это на северо-западный округ, мы по окружному принципу. И в Южном округе, это в Крыму. Сегодня дополнительное отделение формируется в Сочи, там много наших земляков. Будет филиал, очевидно, северокавказский и поволжский. А есть также филиал в Канаде. У нас в Канаде тоже очень много наших земляков, как оказалось. Есть такой филиал в Прибалтийских республиках, который базируется в Риге. Вот мне кажется, что эта работа идет естественным образом. Мы сегодня формируем платформу, где желающие могут отметиться на этой платформе, поддерживать отношения друг с другом. Ну и хочу сказать, что, опережая события, может быть, в 2022 году, в году столетия нашей республики, летом будет проведен форум соотечественников, и уже подготовка началась, главная задача которой является, безусловно, дать возможность всем нашим землякам, которые живут по всему миру, поучаствовать в жизни республики, поучаствовать в ее развитии бурном. Многие сегодня смотрят ваше телевидение НВК, теперь его можно видеть в интернете, да, из любой точки мира. С любой точки мира. Поэтому, конечно, такая возможность это предоставляется, а думаю, что после этого форума соотечественников будет еще больше возможностей у наших сограждан из всех точек мира активно участвовать в жизни нашей республики, помогать нашей республике, приносить все то новое, которое есть по всему миру, чтобы мы и дальше развивались. А вот и сехи, которые проводятся за рубежом, это тоже диаспора, и на них ведь вот за чей счет это проводится все это? Ну, это все проводится на общественных началах. Иногда постпредство принимает участие, больше принимает участие за счет нашего подведомственного предприятия, кому-то с чем-то помочь, какой-то сувенир отправить, еще что-то. Вот. Но в основном это проводится на общественных началах. У нас есть традиции проведения европейского, СЭХа, он уже в нескольких странах был, и в Сербии проводился, в Латвии проводился. Вот. Ежегодно проводится на американском континенте, в Канаде. Вот, там очень активно. И, насколько я слышал, недавно был он в Новой Зеландии. Вы знаете, есть еще одна такая инициатива, которую Александр Кириллович Павлов, известный предприниматель, инициировал установление СРГ во всех точках мира, где он бывает. И это уже стало такой доброй традицией. И это всегда включается в программу праздников, где они проводятся. Ну, а, конечно, традиционные сехи проводятся у нас в Москве, в парке Коломенское и в Санкт-Петербурге. В прошлом году это произошло онлайн, но, тем не менее, мы установили сергеи, изготовленные руками наших земляков в Коломенском, посвященные 75-летию Победы. В этом году, я надеюсь, все будет, естественно, в обычном режиме. Вот, 12 июня мы планируем, это пройдет 13 июня, как традиционно, пройдет в Санкт-Петербурге. Недавно при поддержке посредства прошел фестиваль якутского кино в Москве и в Санкт-Петербурге. А вот вам какой из фильмов больше всего понравился? Ну, вообще, я посмотрел несколько фильмов наших якутских. Больше всего мне понравился фильм, такой научно-популярный фильм «Генезис 2.0». Это Максима Арбугаева. Арбугаева, да. Я этого молодого режиссера знаю с детства, он вырос в Тикси, замечательной, интересной судьбой, он готовил себя в профессиональные хоккеисты, а стал профессиональным режиссером, оператором. Это замечательно, у него фильмы продолжают выходить. И второй фильм, который на меня сильно произвел впечатление, это «Харахар»,
«Черный снег». Мне Тяжелый кажется, фильм, говорят. Тяжелый. Я шел на него тоже как на такой, знаете, фильм ужасов, но он оказался, как я понял, очень глубокий философский фильм, так же, как и «Генезис 2.0». Он говорит о смысле вообще существования, о смысле жизни, зачем мы живем, для чего живем, какие цели ставим, что делаем. Ведь человеческая жизнь сложная, и у каждого есть возможность выбрать свой путь, каждый выбирает его и тянется к свету, и такая возможность всегда Все, существует. спасибо большое. Эфирное время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Далее смотрите на новости на телеканале Якутия-24. Я, Ирина Ефимова, с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Спасибо большое.